моя игра, она мне принадлежит, ты таким же, как и я. Моя игра, правила одни и цель одна. Яркие события жаркого лета, такой баскетбол не увидишь на паркете. Игра 3 на 3 реальных пацанов, чей характер крепче, доказать готов. Высокий темп игры и жесткий прессинг, здесь не будет места для твоей депрессии. Двигайся, борись, будь голодным до победы, поможет упорство и немного веры. Соперники в атаке, они жаждут победы, движения быстрые, лишь горят кеды. Готовы на все, в глазах вижу азарт, но победу подарит мастерство, а не факт. Держим оборону, не даем бросать. Каждый их проход — это блокшот, каждый их пас — это перехват. Спасает их игру снайперский талант, взять эту игру — вот моя задача. Пацаны выдохлись, я чувствую удачу. Мой перехват, быстрый передача под кольцо. Слэм да, счет +1, держим отрыв, жестко прессингуем, но играем чисто, без грубых фолов. Я за красивый стрит, без нелепых понтов, за убойный дриблинг, мастерство финтов. Яркие события жаркого лета, такой баскетбол не увидишь на паркете. Игра 3 на 3 реальных пацанов, чей характер крепче, доказать готов. Высокий темп игры и жесткий прессинг, здесь не будет места для твоей депрессии. Двигайся, борись, будь голодным до победы, поможет упорство и немного веры. Играем без замены, не сбавляя ритма, выводя схемы победы алгоритма на порядок выше, превосходство в росте. Обойти защиту не так уж это просто. Вторая комбинация, я ставлю заслон, быстрый проход, я открылся. Получаю пас, бросок в кольцо точен, со следующей атаки мной сверху заколочен. Цвета моей команды не спутаешь ни с чем, моей белой банде не создавай проблем. Мы играем с 3, красиво и ярко, здесь DMG поддерживает марку. Безудержен в атаке, в защите беспощаден, уважая игроков. Тот до победы жаден, кто живет игрой не только на площадке, кто пропитан духом баскетбольной схватки. Сегодня прошел турнир очень хорошо, на мой взгляд. Было 4 категории: до 18 лет юноши, девушки, после 18 лет, старше 18 лет мужчины и женщины. Сыграло 50 команд, общее количество, и я думаю, прошло очень хорошо. Благодарю за предоставленную возможность, за предоставленные соревнования, то, что нас пригласили организовывать и ввели нас в это мероприятие. Управление физической культуры и массового спорта, Министерство спорта Республики Саха-Якутия, потом партнеров наших Мой спорт, Старкомп магазин, магазин Кипаут, магазин X-Sport, телеканал СТС, телеканал ТНТ, печатную группу «Праздник», также интернет-сеть ekt.ru. Всем вам спасибо. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Как всегда, мы находимся в районе птицефабрики, где проходят соревнования по мотокроссу. Сегодня соревнование было посвящено 380-летию города Якутска. Всех вас поздравляю!
Иванович, здравствуйте. Какое соревнование здесь сегодня снова прошло? Так замечательно. Сегодня проводили мы соревнования, опять же, на региональном уровне. Приезжали команды Нерингри и города Мирного, значит, посвященные 380-летию нашего любимого города Якутска. Конечно, приятное сочетание, что проводила СТК «Столица» и выиграла СТК «Столица» и в честь такой памятной даты городской. Вы недавно ездили на соревнования. Расскажите немножко о них. Да, мы ездили на соревнования в Амурскую область. Там был открытый чемпионат Дальнего Востока по мотокроссу, посвященный Дню Шахтера. Значит, наши ребята удачно выступили там. Значит, вот наши, как я их называю, самые маленькие, Яша Жданов хорошо проехал, Самсонов Коля. Значит, у них, соответственно, 9-12 места. Значит, наша молодежь постарше, значит, Бещедников Миша, 5 место. В классе 125 Антон Перфилев 6 и Вадим Соколов 12. Вот такие хорошие у нас результаты. Как отпраздновали победу? Скажу, мощно. Мощно, еще раз мощно. Вы все знаете, Володя занял 2 место. По итогам этих заслуженных побед достойную встречу сделали в Лондоне. Замок королевы Елизаветы, постройки 13 века. Параспорт, есть такой общественный фонд паралимпийцев, накрыл такой шикарный стол с присутствием именно 2 английских принцев. Вау. Понимаете? О, это шикарно, это что-то. Ладно, прилетаем в Москву и попадаем в Кремль. Вручение государственной награды, так как теперь Владимир является орденоносцем за заслугу перед Отечеством 2 степени. И тут же через Красную площадь дают обед ГУМе, спортивная фирма «Боск», генеральный партнер сборной команды. Шикарный обед. Вот так-то. Здорово. Здорово. Что можете пожелать нашим спортсменам? Ты что, ребята, держайтесь, занимайтесь. Все будет окей. Степанита, поздравляю вас еще раз. И вот хотелось бы узнать, что больше всего вам запомнилось с Паралимпийских игр в Лондоне? Спасибо большое. Больше всего запомнилось это полные трибуны, то, что там кричали, орали, все болели. Вот это самое такое запоминающее было, потому что я до этого в таких высоких соревнованиях не выступала. Были только самые высокие, это для меня чемпионаты мира, где только приходили спортсмены смотреть, как бы, а тут были и другие люди, и вот это меня очень сильно впечатлило. Как вам соперники? Соперники? Ну, мои соперницы самые сильные, это британки, конечно же, но российские мои соперницы тоже очень сильные. Я с ними постоянно встречаюсь на чемпионатах России. Конечно же, бывает, что и на международных мы попадаемся. Но хочу выразить огромную благодарность своим болельщикам, но я не ожидала, что так прям будет, потому что мне вот приходили постоянно сообщения там, в социальных сетях, на телефон, и постоянно мне звонили. Ну, я, конечно же, с выключенным телефоном всегда была, и перед стартом я постоянно включала телефон, чтобы посмотреть, и приходили вот такие с пожеланиями сообщения, где мне как-то вот хотелось уже, такой настрой был, было очень приятно, что болеют, да. Что можете пожелать нашей молодежи? Ну, нашей молодежи пожелаю, чтобы начали заниматься спортом, конечно же, да, чтобы не останавливались, шли вперед. Бывает, в спорте всегда бывают поражения, и несмотря на все поражения, шли вперед, потому что как бы поражение это тоже стимулирует. Евгения, поздравляю вас. Хотелось бы узнать, что вы, о чем вы первые подумали, когда вас начали награждать, вручать медаль вам? Во-первых, спасибо большое. Я сейчас даже не припоминаю. Вообще, по-моему, у меня была такая пустая голова. Я просто думала, не знаю, там представила много процедур, я имею в виду вот, пресс-конференция после соревнований, вот именно вот это, знаете, приятные моменты, что там и как у нас
будет дальше. И я думала о том, что ну неужели я и вправду смогла сделать шестую попытку. Это не сон, это я вправду смогла сделать. И вот, наверное, буквально через дня 4-5 я поняла, что да, это не сон, я это сделала. Что вы от себя можете пожелать нашим спортсменам юным? Юным спортсменам я бы хотела пожелать, чтобы ребятишки занимались спортом или, по крайней мере, занимались физкультурой, потому что физически подготовленный человек, он всегда будет необходим обществу, он всегда найдет себя в обществе. И хотелось бы, чтобы в нашей республике выросло еще много и много олимпийских чемпионов и призеров. Евгения Колотко, специально для передачи «Мой спорт». 23 сентября – Всероссийский день бега «Кросс нации 2012». Старт в 12 часов на стадионе «Юность». Это массовые состязания, где примут участие руководители власти, школьники и студенты, инвалиды и трудовые коллективы. Мандатная комиссия работает с 17 по 22 сентября во Дворце спорта 50 лет Победы с 10 до 18 часов, а также в день проведения соревнований с 8:30 до 11 часов. Стань участником яркого спортивного события в своей республике «Кросс нации 2012». Справки по телефону 34 17 08. Мы все знаем, что без питания невозможно достичь наивысшего результата. Поэтому в Якутске есть магазин спортивного питания Max Power. Приходите сюда, и вы найдете любое питание на любой вкус. Max Power рулит! В повседневной жизни, на тренировках и на состязаниях я всегда в одежде от магазина Forward. Forward – одежда для чемпионов.